1994 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании тысячелетия кыргызского национального эпоса «Манас». И в 1995 году в Таласе были проведены массовые торжества. Это показывает то, что западный мир поддерживал Кыргызскую республику и с одобрением относился к новому курсу по демократизации страны. Нас называли островком демократии в Центральной Азии. К 1997 году Кыргызстан занял первое место в регионе по количеству проведенных реформ и, согласно отчетам Financial Times, занимал 14 место из 20 стран с наивысшими темпами экономического роста. Это время ознаменовалось более гладким экономическим развитием, открытием большого количества малого бизнеса. В 1998 году мы вступили в ВТО. Годом позже в ВТО вступает Китай, и у нас появляется отличная возможность перепродавать китайские товары, что в свою очередь значительно повышает нашу конкурентоспособность среди стран Центральной Азии. Вступление в ВТО способствовало либерализации налогового законодательства Кыргызской республики и послаблениям для бизнеса. И еще благодаря ВТО у нас были самые низкие таможенные пошлины. Казахским и узбекским предпринимателям легче было приезжать и покупать китайские товары в Бишкеке, нежели в самом Китае. Благодаря этому развились рынки Кыргызстана, такие как Дордой и Карасу. В народе эти времена запомнились как времена массового челночного бизнеса. Кстати, в этом же году, 22 января, в космос полетел первый кыргызстанец Салиджан Шарипов, после чего его удостоили звания Героя Кыргызской республики. Далее следует прискорбное событие в современной истории Кыргызстана – Баткенская война. Она проходила в 1999-2000-х годах. В начале августа 1999 года боевики вторглись на территорию Кыргызской республики, село Зардалы Баткенского района Ошской области. Это были члены исламского движения Узбекистана. Официальным требованием ИДУ было предоставление коридора, чтобы освободить соратников и свергнуть Ислама Каримова. Но, скорее всего, боевики сопровождали караван с наркотиками из Афганистана. Точные причины вторжения до сих пор неизвестны. Но факт остается фактом. В первую очередь, они захватили заложников, которых государство освободило, заплатив выкуп, и сразу же вывело войска, которые ввели в ответ террористам. После выведения войск из села Зардалы, боевики начали убивать местных жителей. Введя войско заново, государство не смогло сразу устранить интервентов. Оказалось также, что у нас нет своей авиации, и военные не были подготовлены на должном уровне. Им противостояли люди, имеющие боевой опыт в горных условиях. Первые бои продолжались до зимы 1999 года. Зимой боевики ушли, пока не завалило горные тропы, и вернулись уже весной. Террористическая группировка была уничтожена в 2000 году. В этом конфликте погибло 24 солдата. Большие потери были среди гражданского населения. Точно неизвестно сколько, но счет идет на сотни. Руководство страны не почтило память погибших на должном уровне. Памятники — это хорошо, но при этом не было оказано должной финансовой поддержки семьям погибших, и выплачено было всего по 10-15 тысяч сом. Наш долг — помнить баатыров, которые сами приходили в военкоматы и просили отправить их в Баткен, которые уже в независимом Кыргызстане защищали мир и покой нашего Отечества. 24 молодых парня отдали свои жизни, чтобы никакие интервенты больше не будоражили наш покой кыргызстанцев. 12 октября 1999 года образовалась Баткенская область с целью усилить безопасность на юге страны. К 2000 году Акаев стал президентом на 3-й срок, внеся для этого нужные изменения в Конституцию. Режим Акаева близится к своему концу.